Свадьба – это всегда яркий праздник, сопровождающийся весельем, музыкой, танцами и, конечно же, застольем. Но любая традиционная свадьба сопровождается целым рядом ритуалов, которые отражают не только основы построения семьи, но и вообще духовный мир и философию жизни народа. И абазинская свадьба в этом отношении представляет собой кладезь народной мудрости и культуры. Приоткроем эту сокровищницу и узнаем, какой глубинный смысл несут в себе традиционные свадебные обряды абазин. Мы погрузимся в мир богатой культуры Кавказа, где традиции и обычаи передаются из поколения в поколение. А кавказский национальный костюм – это не просто одежда, а настоящая история, заключенная в каждом шве и каждом узоре. Он отражает характер, дух и самобытность народов этого региона. Одевали корсет, поверх корсета одевали длинные брюки, почти по щиколотку, сверху одевали нательное платье, на нательное платье одевалось нарядное платье, поверх нарядного платья одевался нарядный кафтан. Между кафтаном и нарядным платьем одевали нагрудник, это был отдельный элемент, всегда нашивался на отдельную деталь. Надевали кафтан, поверх кафтана застегивали пояс. Шапка в свадебный день, это была конусообразная шапка, то есть невеста должна была выделяться из общей толпы, быть чуть-чуть выше, на пол головы. Одевалась определенная обувь на ее обувь, дабы подол платья не тащился по земле и не пачкался. Такой обувью в обыденные дни пользовались княжеские особы, а обычные люди пользовались такой обувью только в торжественные праздничные дни, чтобы нарядное платье не пачкалось. Подол платья сохраняли так. Когда молодую невесту в свадебном облачении забирали друзья жениха на свадебное торжество, невесту усаживали на подушку. То есть сегодня твой день, ты царственна, ты самая красивая, ты самая лучшая, пусть жизнь твоя будет мягкой, пусть все, что связано с твоими желаниями в той семье, сбудутся. То есть это пожелание мягкости, тепла и уюта. Действительно очень уютно сидеть на подушке, поэтому это вот такая вот традиция. За ней приезжали со стороны жениха. Когда за ней приезжали, оповещали, вперед пускали мальчика, который оповещал и говорил, что вот едут за невестой. Когда же ребята заезжали во двор, они заезжали обычно шумной толпой, с музыкой, с танцами, с весельем. Девушки, которые собирали невесту, выстраивались перед ней, и начинался такой своеобразный юмористический торг. И обычно откупались также медные монеты, пуговицы, элементы одежды, потому что у абазин основными украшениями одежды были ювелирные изделия. У нас понятия вышивки как таковой не было. В быту было ювелирное изделие, то есть ювелирные элементы, которые нашивались на платье. Если платье изнашивается, ювелирные элементы снимаются, платье перешивается и обратно нашиваются элементы. Чаще всего это серебро и медь, и в виде исключения, либо совсем парадного праздничного наряда золотые украшения. Или были вот такие вот элементы украшения, которые раздаривались девушкам, чтобы забрать невесту. Жених в этом процессе не участвовал никак. Очень много спорных вопросов бывает на эту тему, но мои бабушки, мои тетушки, взрослые, где бы и когда бы я ни изучала традиции нашего народа, везде в один голос говорят, что никогда жених не участвовал в процессе забирания невесты. Ни в первый раз, когда ее забирали из ее родительского дома, ни тогда, когда она уже побыла в гостях некоторое время перед подготовкой к свадьбе, и уже в день свадебного торжества забирали, жених просто не показывался на глаза никому, потому что это торжество было только для невесты, потому оно и называется «таца надылра», то есть «заводим невесту». Дословно можно объяснить, даже не надо гадать, для чего и для кого это делалось. Когда невесту забирали, ее усаживали в украшенный фаэтон и проезжали через все село, то есть оповещая людей, что вот такая-то семья
взяла невесту, родилась новая семья, они праздничной процессией проезжали по всему селу и возвращались в дом жениха. Основные торжества начинались здесь, то есть они у ворот никогда не завозили невесту на фаэтоне во двор. Она выходила у ворот и пересекала порог ворот, это тоже было обязательно. И перед тем, как она перешагнет через ворота основные, вот она приехала, вот ворота открыты, остановилась процессия, ее вывели, и перед тем, как она зайдет, делали один выстрел о том, что в роду прибавилась одна женщина, то есть пришла в дом и создает новую семью. Выстрелом оповещали окончательно о том, что невеста уже во дворе, и все, кто этот выстрел слышал, могли подойти к танцам. Это тоже была одна часть торжества. И, заведя ее во двор, люди танцевали, праздновали и пели избранную песню, воспевая невесту на абазинском «Уаридада». И здесь-то и было очень интересно. Параллельно проходят танцы, играет музыка, дорогие гости стоят во дворе, радуются празднеству. И несколько мужчин, которые обладают вокальным талантом, они пели и которые знают роды. Это тоже было очень обязательно. И они говорили: вот такой-то, такой-то сосед, просим тебя пройти и сделать подарок невесте. То есть он подходил, поднимал чарку за здоровье, ел пищу с этого стола, дарил подарок, который он принес. Подарки были скрыты, то есть никто никогда не мог знать, у кого какие возможности. Кто-то может принести медную монету, а кто-то может золотую монету. Но при этом это никогда не вызывало ни зависти, ни соперничества. Никто никогда не знал о количестве того, кто и что принес. Но с пустыми руками никто абсолютно не приходил во двор. А потом, пройдя вот эту церемонию, вот это вот празднество, танцы во дворе, невесту заводили в дом. أوي خيردوب تتندلرا شتاوج وسخن أدونيت أزكو خناقب يخز أزار هوا تنعدريرا ونغرا دنالالرا إيه تقوى رخيري أخرات شتوا بنا أحبجي أحبتشا أحرا جكرتونا وأبنا أو ياكو زرشوز أقمارا كو زرشوز دالخ تدعنا كت أوات كو يرشوا أوا جعفة جدان أوجي جعفة كو جي ياج دنا جزاج رجمست أوات كي دنا سيدرو ما إزن جوزا ويبشتا يأكوان دنا ياكو زرشوز جي يرا ويبشتا دالختا أو رداد حكوز جي وي على زرشتا وي وردادنا زحوز جي أواتكي ويبشتا يتاكوان أويتز بأخوشزكي قاقي أعكوانتا أبويبشتا يشترخونا قمارا إهرا هيرا قوزد وشارا قوزد ودروانا خارسا قوزد أحرا قوزد أوات زملا يعلان حواقا أبا أتشكون يريتا قزد أبسط بنات سرنس داويتن أوي داكوي درنس تلزتون تا ستا داكي دون قانا يرقوان داكوي دون تا أو تك دا تاون دانا تاور زاسقان أو إزلا جوكي زوس إزلا يوبلوس دالوك شو ناجمالا أجمل دالوك شو تاتويا خلق يزون زاد بس بزلاكي بس بتكون ولا كده تاج خنز كده عبزل أجمل خلق ورتبة تدقلا أجمل أقاطع دلقاطع زتن أو أبناء هذا إزلا دنا إزلا رخوز اشتغلت قاخولار جوي كايت سوشوا يمتزوان تغوران دوتا إكلاتا
Аԥҳәызба аҷкәын иҳаусгьы лымамызт. Уи диҿаԥшуа дааиқәгьагьашауа дагьакәмызт. Ани иџьбашьа ҽацылџьбуа, уи лылақәа аҵахьыла лхагьы нарҟәымызт, лылақәа ракәын. Шьҭа абар ҷкәын Микаел аԥынгьы иусақәа рԥны ипоемақәа аҟәабызм гәжәажәауа аҩыџьҩыџьқәа ҟәсашауа акәашара ӡықәлеит, ажәа ԥшӡамҩа иқәлеит, длацәажәеит шьҭа. Сиа-сиа-сиаҵәа, бажала бнеиԥсы иабцәап. Ажәа дугьы беигӡума, быҵала иҿуп хәаҵәа иӡума. Амаҟама лԥсахуанҭа, иара уи кәашара, акәшара ҳәа иаԥхьауа зымҩа ҽабадыркыхуанҭа иакәшон. Со стороны невесты приезжал Кахча, который ее охранял, то есть телохранитель, он был ее свидетелем, и со стороны жениха был один представитель. Но потом время вносит свои коррективы, и это, наверное, где-то в советские времена, начало вот 50-е годы, вот эта традиция пришла к нам, и стали отправлять мужчин, представителей рода невесты в дом жениха, дабы заключить мусульманский брак. И делалось это за день до свадебного торжества. Эти мужчины встречались по-особому, к ним было отношение особое. Это были очень уважаемые, очень важные гости. И было очень важно, чтобы они ушли из дома очень довольными. Что касается приданного и подарков, понятие подарков у нас всегда было. То есть обмен подарками, обмен любезностями, он присутствовал всегда. Но размеры этих подарков в современности, конечно, изменились. Но какой-то приданной невесты, которая была ей положена, привозил тот же Кахча, то есть тот, кто был ее телохранителем. Он же привозил ее приданное, он же привозил подарки его родителям, он же привозил все. Вообще все, что связывало невесту и ее семью до определенного времени, касалось только одного юноши, который охранял ее до свадебного торжества. А мужчины, которые приезжали, они приезжали именно к застолью, и традиции именно обряда вот этого тоже были очень строги. Если мужчина сел за стол вот именно на такое торжество, он обязан был от самого начала до самого конца не вставать. Когда же заключили брак и он утвердился, они должны были пойти с отчетом к старшим представителям рода жениха. Они говорили: отныне мы с вами сваты, отныне мы с вами идем одной дорогой, чтобы наше родство длилось долго, мы вам официально сообщаем о том, что мы с вами отныне родственники. Вот, то есть это было действительно очень серьезно, и относились к этому очень серьезно. И это был отдельный праздник, он не смешивался ни с какими другими торжествами. Делали его отдельно, приглашали их отдельно и провожали их тоже отдельно. Алхамдулиллах. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Яш келам абазаква один арахуҗтара, ислам дини алҗтара نكحر شفيلاقت. وبقال شاز يصدر موسى هرا يعباز لقزك يرشفوز نكحكوا الشريعات اقترابسون ترشفون. وي جابر معنا دوما بنكح الله سبحانه وتعالى هذا شاز وي يرزرق بيانس يعنقوا وي يكابزل ويشبرق ونوي تصل ويشبرق نكح عج قد سبحس يبغاز اوات خوتنا عرناتيت يسبزازنس نكح عبرة بقاتي السوزة وسوي شحات جديد سرتون بحس بالأخيرا ورجيو شحات اللي ترحون تعرفون توات أو نعرفين دريق برا سخان أشكون يبدأ نعرفين دريق برا واتكي إدرا حزر وقاتش أج بحس بدايا خورت أشكون يخز أج جيو شحات ديتستا عايفن ديب نرشتيون نرشتيون توا عايفن دزعون تقوم بحس بدزواز يرزت دعايم تحد آخذ متاح نكح لم
تزوادما لاقل القدعوما وخشيل زني وكي حتى يبشر صارك وريتونتا عشنا قجي الرزرة دزبشعون دزعون أشكون خلا ري عايز وكيل حرب خنوات أشكون قصد زاخوش ورا خوت نعوم داوخون شتا اسم بس بالخلي خوت نعوم بس بدرتنا شتا وتديرقلون توقون وزابشتا يدربرغو تيجي عام درس ميرات ريشفون ورزتا أريب شو بس بريب شاشكون ديوتو ما حنتا أزاريتونتا أشكون بس بدرسوز سرزتا ديسيت حنتا كل ده تزعخون أشكون هلا ورزتا أشكون داوخوما بس بداوخوما أشكون يقزي حنتا أوجي شتاي حنتا بواسر مشخابة كباش درقلوتا أنا إن بولار سيمتا قنخن درس حنتا آخن جي جواب كوا ترى تعيرتوستن رزرا عن أربواتا أو نكحتي بخزون أولا يلقون النكاح ورا يعي خنتا أشكون شكوى عقوب كرخلة يعي كوز عقوب كويس زايخز زمرار حخانيش ساز نكاح شش باز يخاجي هوي يبركتا أي شستي سعيد أو سوزه أو مشتخ أني شابي الرزرا كان جاش الله مقازر تخب هو ترزم وأبس بتسانس تياخويتم يرسبر قاشكونجي يعني يبي يرزتها درزعي كرتقي بوعرقون أن جرلجي أن يبي وتراب زعزاز دتوس خنزكيا زخ ريسك دزنزكيا درشا دركو بادر زادر حاسي دركو مدرا حاضر أواتر حوز مزرعوخته هو وريجن سمالي جمام واني اشتوابي هو الله سبحانه وتعالى بن صابر معنا دوم أبتا هو أزرة تخب أوات زمة أيضا درسعيد نكاح نشبوش بقالة أوات زماني رزكرا إن ترات الشمكرقل راسخا وزقنا قوة نكاح نالاقوا وزا نكاح شرشبو تاكو رزا شحازا بشتا رزا نرقاتا رزا يازنا ترشبيتا الحمد لله أجمع سكو يحسكو راشتيو سكو يرقو بخيد يواو حرقون أقاطنا مسقابة درقلتا ولز خواتوسي جواشم يردر تقبوات نكاح نرش برامشتاخ يروح رتقب قاصي بحسش بزازوش وات اتعصبنا احبر زمازلوش قاصي يقدك صاراكوي بحس القدك صاراكوي يروح رتقب يسمر حخوتا يبقى خوات الله سبحانه وتعالى بس زايشاز سبيع لرين ساقوب تعصل مزن ساقوب او يقب قاصا بس زايغوا ام باير تقنا كوين قنس يقوم او كان جاش يلام دو او يعرقون عرا تاقب سبيع قراقوب وتقوم زرشر دوا أم صلمكوي شدات الجيب والله بزيبو وسكوا هو حتر الله رزق عوزتو الله يعقوب تعص عوزتو يسبيك وزعود رزقو يقي الله يعقوب هو الدورس كي تورا وقفش الله أرسل شبرت والله قرقون الله معجع ويتوشم هو حتر الله خدام نكاح تعصبنا أتقوم بنا أو عقربنا وتعصب بغازتن نكاح لي بزازة وتا الله يحبز لي بزازة وتا أسبيك ويقجي عن جياب بجوات عن رابجي يرزلعو خطيا أزتن تعصجي بايغ خوشت أتقوم جي بايغ خوشت أتابق جي بايغ خوشت وعقجي يدو خوشت أداب يركتا نمس يركتا سيدك شما تصاسكو يردر وتا أقلوش ياتوش يردر وتا وات زمّا ينرخاتا نكاح عمشتاخ قدك وطارات يعرق ليت قاتل يا بحسكي واتر درة تقب يجي نكاح بغزرة تقب أتعصربنا قاتل يشتى بحسي قاتل أبو ناسوس نكاح لا نكاح يتشبازتن هو نكاح الزعوخة تقب نكاح بزازرة تقب قاتل ياقب توكسار ازمو أتعصيخ ченски زبجولا يديгански قاги. Джигитовка есть спортивного типа, когда тот или иной всадник должен выполнить определенный перечень спортивных и акробатических трюков. А также есть джигитовка более привязанная к национальным колоритам, останавливаясь на нас, на абазин, колоннами различными показывали акробатические трюки, которые в том числе входила джигитовка. Они не ограничивались джигитовками. На том мероприятии также показывались элементы стрельбы из лука первая,
второе джигитовка, третье на скаку всадник должен был поразить различные шерстяные барьеры. Джигитовка, соответственно, проводилась более умелыми, активными ее участниками. Были определенные элементы на конкурсной основе. Помимо джигитовки, после элементов джигитовки предоставлялись подарки более активному, более сильному, более умелому всаднику. Также у нас имелись элементы, в хорошем смысле этого слова, отобрать эти подарки, тоже на состязательной основе. Отбор тоже происходил не грубым каким-то там способом борьбы всадников между друг другом, а необходимо было догнать на скаку всадника, у которого имелся определенный подарок, и достаточно было дотронуться до одного элемента амуниции. В разное время было по-разному, кто-то говорит до уздечки, кто-то говорит до корпуса самого всадника, тогда уже этот подарок передавался другому лицу. Абазинская вообще джигитовка сама и спортивные состязания, вообще слово джигитовка звучит как джигит. Это первое. Сама процедура конного, так сказать, праздника, конного участия в различных мероприятиях указывали как шуракяс. Насчет танцев на лошади я с полной уверенностью могу сказать, абазины не занимались. От своего отца я также возьму и беседы его с дедушками, прадедушками, в том числе тех людей, которых я перечислял. Вообще встать ногой на лошадь является очень непорядочным жестом всадника. Потому что первое, исходим мы из чего? Никакой необходимости у нас в этом нету. На лошадь ногой становятся только циркачи, дабы обрадовать определенную публику. Лошадь являлась кормильцем, лошадь для абазина, в том числе, как и для горца, для нас является животным, возможно, гораздо больше приближенным, нежели другие животные по сегодняшний день. Невесту, как вот в наше современное время, не усаживали за стол. Вообще, по традиции, сам обряд знакомства проводился через определенное время после свадебного торжества. Но в связи с тем, что сейчас время течет в другом режиме, но как-то получилось так, что этот обряд все-таки присоединили ко дню свадьбы. Невесту заводили, где сидели взрослые мужчины. Никто из мужчин не подходил к девушке, и девушка ни к кому не подходила. Ее заводили за порог, буквально на 3-4 шага, в сопровождении девушек, в сопровождении юношей, молодых, нескольких взрослых женщин. И кто-то из взрослых представителей рода желал ей приветственное слово. То есть он приветствовал девушку, которая пришла в их род, поздравлял ее с этим торжеством. Ей приоткрывали лицо буквально на несколько минут, а потом она делала 3 символических шага назад, у порога разворачивалась через правое плечо и правой ногой, пересекая порог, выходила обратно. То есть весь обряд знакомства с мужчинами рода происходил именно так. Ее просто приветствовали старшие представители. А женщины – это более сложный такой обряд, и там очень большое значение имеет именно преемственность, все, что связано с преемственностью. Вот обычно это делалось у очага, то есть это царство женское, где женщина готовит. У очага усаживались взрослые женщины, представительницы рода, соседки, и они все ожидали невесту. На пороге стелили шкуру жертвенного барана. Его стелили, а поверх стелили какую-нибудь шелковую нарядную ткань. Это был, во-первых, своеобразной благодарностью музыкантам. То есть вот эта ткань и вот эта вот шкура животного переходили в дар музыкантам, которые этот обряд сопутствовали весь день. А сама шкура жертвенного животного, это, наверное, уже из язычества, скорее всего, связано с тем, что говорили, что она становится, вот эта шкура становится оберегом для девушки всю ее жизнь.
И на самом деле символизировалось, что она через эту мягкую шкуру переходит из одной ипостаси жизни в другую ипостась жизни. И ей говорили, пусть ты не заметишь свой переход из одной семьи в другую семью, пусть он будет мягким, вот как сейчас ты идешь по этой мягкой шкуре, чтобы ты так шла всю свою жизнь в этой семье. То есть, ну, значений у всего очень много, и они все очень глобальные и такие значимые, мне кажется. Когда молодую невесту переводили через порог в дом, через расстеленную вот эту вот шкуру жертвенного животного, молодую невесту осыпали 2 горстями пшена. Пшено – единственная культура в природе, которая при варке увеличивается в 6-7 раз. То есть оно действительно увеличивается. 1 горсть осыпали сверху, пусть Бог тебя благословит, и сверху на тебя сыпятся все блага, приговаривали, а 2 горсть насыпали ей в фартук, потому что фартук – это атрибут, в котором женщина носила все, принесла в подоле. То есть если она где-то там кусочек хлеба, кусочек сыра, фрукты, ягоды, что-то, яйца, где бы то ни было, женщины всегда носили фартук и в этом фартуке приносили. И вот эта девушка, во-первых, она держала в ладонях красивую ткань, в которой завернуты монеты, она уже заведомо пришла с полными руками, а тут ей еще давали возможность держать этот фартук, насыпали туда пшено, и она говорила: «Млык самата сузайд», я пришла к вам с добром и, как вот вам сказать, с добром. Вот я пришла к вам с добром. С добром именно не так, что ты душевное добро принесла, а именно, что ты не с пустыми руками приходишь. Вот этот обряд тоже совершался, и ему тоже придавали огромное значение. Не было осыпания монетами, потому что нельзя от себя откидывать деньги. Это ни в одной культуре не принято. Не осыпали невест монетами, не осыпали ничем, что можно съесть, потому что к пище у абазин, у наших народов всегда особое отношение. То есть отсыпать от себя еду – это заведомо говорить Богу, что я не хочу есть, мне она не нужна. То есть этого не делали. Это пришло во времена вот советские, наверное, когда люди начали иметь какие-то другие возможности и начали ими пользоваться. В любом случае, все, что мы делаем, все, что придумано нашими предками, мы чем-то заменяем в будущем. Невесту заводили, ставили где-то неподалеку от очага. Это тоже имело большое значение. Первая, кто подходил к невесте, должна была обязательно быть снохой рода, в который пришла невеста. Она должна быть именно невесткой рода, которая много лет живет в этом роду, у которой супруг жив, здоров, у которой живые, здоровые дети, то есть состоявшаяся благополучная семья. Эта женщина смазывала губы невесте смесью топленого масла и меда. То есть масло и мед – это огромное богатство для семьи, это достаток, это пища. Мед – это самое сладкое, что может быть на земле, и поэтому ей говорили: масло, чтобы жизнь у тебя шла по маслу, чтобы у тебя все было гладко и спокойно, а мед, чтобы ты нашла себя в этой семье, чтобы ты примирилась с их нравами, чтобы речь твоя была сладкой. И вот с этими пожеланиями вот эта женщина наносила ей на губы, и потом сразу стирали. То есть это был такой вот обряд. Второй обряд – это снятие платка. В современности становится очень большой вопрос, когда мы снимаем платок с невесты, и она остается с оголенной головой. Это как бы перечит нашим традициям, но при этом есть определенный порядок, и мы этот порядок должны соблюдать. У нас почему-то из традиций исчез прямоугольный платок, который назывался тенью, и у него есть определенное значение. Вот 2 девушки, которые стоят по бокам невесты, приподнимали над ее головой вот этот платок прямоугольный, и юноша, молодой, не представитель рода, кто-то из близких друзей жениха или из рода друзей жениха. Вот, это мог быть младший брат друга жениха. То есть юноша должен быть молодой, то есть не женатый, он должен быть... Это возраст обычно, наверное, осознанный, лет 10-15, где-то вот в этом промежутке. Юноша подходил, снимали невесту, снимали платок с невесты ложкой. И вот этот
И вот эту вуаль, которая скрывала лицо до определенного времени, снимали ложкой, завернутую в платок ложку закладывали за балку над очагом. Над очагом. Это тоже имело значение. Во-первых, очищение огнем и дымом. У нас в Абазин это всегда было принято. А во-вторых, очаг – это один из самых важных моментов любого абазинского дома. То есть, если ты хочешь человеку даровать счастье, ты ему говоришь: пусть горит очаг, огонь в очаге твоем вечно. А если ты хочешь проклясть человека, прости Всевышний, ты говоришь, чтобы очаг твой затух. То есть это очень важная часть дома, то есть это одна из самых важных частей. А потом начинали знакомиться с невестой. Вот этот платок прямоугольный над ее головой опускали на ее голову и говорили: отныне ты находишься под тенью рода, в который ты пришла, под крылом мужчины, с которым ты будешь жить. Живи и радуйся, процветай в этом роду, и пусть тебе жизнь дарует счастье. Вот эти вот важные слова, произнесенные в ее адрес, они были преемственны. Вот я живу так хорошо в этом роду, я желаю тебе тоже жить так же хорошо. Иди по моим стопам. Вот это было очень важно. Следующим моментом было, ее начинали знакомить к старшей женщине в знак уважения и почтения к возрасту, что было всегда неотъемлемо у Абазин. Невесту вели к ней. То есть она приветствовала бабушку. А все остальные женщины, какого бы возраста они ни были, по иерархии, по статусу, сами подходили к невесте и приветствовали ее в роду. Потому что все эти женщины, которые пришли на эту свадьбу, эту бабушку приветствуют, вне зависимости ни от чего, сами подходя к ней. У нее статус такой. Она там уже, на этом уровне. То есть она вот самая старшая. А все остальные приветствуют молодую невесту в знак уважения и почтения и того, что они принимают ее в свою семью и в свой род. Свекровь тоже принимала знакомство, невеста шла к ней. То есть отныне у этой женщины статус вырос. Она стала свекровью, старшей женщиной в доме на фоне молодой невесты, получается. И у нас вот у нас сейчас делают обряд развязывания фартука. Вот. На самом деле этот обряд был гораздо глубже и нес чуть-чуть другую. Хотя, в принципе, наверное, он несет одну и ту же смысловую нагрузку, что с корсетом, что с фартуком. Потому что корсет современные девушки не носят уже, а фартук – это такой элемент, который действительно, как-то перенесли, наверное, вот этот смысл. И развязывая фартук, обычно свекровь приговаривает, чтобы ты нам даровала красивых, здоровых, счастливых детей. Отвязываю тебя от жизни прошлой, привязываю тебя к жизни нашей. Примерно вот такой вот смысл. Невеста делает 3 символических шага, и ее выводят из комнаты. Ее заводили амхара, комната, которая была приготовлена для невесты. Невеста не садилась в этот день, ей готовили отдельный угол, она в этом наряженном углу стояла и принимала поздравления. Но мужчины в это время обычно у кого-нибудь либо из соседей, либо из друзей устраивали празднество. То есть это мужской стол был, где его друзья, близкие поздравляют его с его новым статусом и тому подобное. Когда же девушки устраивали танцы, выходя на улицу, хмарра, ребят тоже звали на это хмарра, они танцевали вместе, но опять к застолью возвращались отдельно. Девушки с невестой в комнату, а мужчины возвращались к застолью. И дальше никто не мог видеть молодого юношу, как он возвращается в дом ночью и как он уходит утром. И это зависело, вот это расстояние, то есть 2 дня, 3 дня, 4 дня, 10 дней, это зависело от того, как пожелает семья, потому что этот промежуток времени молодая невеста не занималась домашними делами, этот промежуток времени молодая невеста была еще в роли молодой невестки, то есть пока парня официально не вернут во двор, как ее супруга, она была как важная гостья. У Абазин очень богатая история. Наши традиции, наши обряды не были случайными. Каждое действие любых значимых событий в жизни народа
и носила определенный характер, имела определенное значение. Сегодня мы поговорим об одном красивом обычае течера. Это когда жених во время своей свадьбы был у своего друга, и после свадьбы его приводили домой. Раньше течера, это обычным условием, основным условием было, чтобы дом, где он находился, в доме был его ровесник, молодой парень, которому он мог довериться, который сопровождал его везде. Это мог быть или родственник, но чаще всего это был его друг. Течера, если к свадьбе не были готовы какая-нибудь сторона, бывало, что он проходил целый месяц. А вот после свадьбы, это было очень интересно, все родственники ждали этого случая, когда его приводили домой. Обычно семья жениха и семья, где жених был течера, они договаривались, что по определенный день его приведут домой. В доме, где он находился у друга или что, ставили столы, девушки приглашались, ребята приходили, там устраивали игры, танцы. И со стороны жениха из его дома тоже приходила целая церемония, ребята молодые, девушки с гармошкой приходили, чтобы увезти его домой. Ребята, его друзья, считали его проштрафленным, если можно так сказать, и старались по пути сопровождения, в период сопровождения его домой, как-то избить, немножко ударить, но что он вышел из их среды неженатых и женился, что-то вот такое, они вкладывали какой-то смысл. Но это все сопровождалось играми, танцами, гармошкой, его провожали домой. А дома его ждали старшие, там тоже был накрыт стол, приглашены гости. Обычно приглашался старший рода, который мог сказать хороший тост, напутственное слово этому молодожену. И первым вводили жениха к ним, молодожена в данном случае уже вводили к нему. Его сопровождали по обе стороны два его друга. Он был обязательно в головном уборе, смотрел только на пол, потому что стыдился. Вообще в нашем народе скромность и стыдливость очень высоко ценились. Пхашара гимам – это самое такое оскорбительное слово было. И он входил, опустив глаза, красный от смущения, что он вот перед старшими. Старший, который хорошо знал обычаи, держал в руках обязательно деревянную чашу с бахсымой. Деревянную чашу, после того, как он говорил, это означало, что он стал уже совершенным мужчиной. Хлпа – это значит это то, что он уже семьянин. Старший поздравлял его, что и напутствовал, пусть у тебя будет хорошая семья, счастливая семья, пусть вы проживете долго, счастливо. И после слов, вот что я интересно запомнила, он говорил «Уч науламчын». И после этих слов жених, пунцовый от смущения, он подходил к старшему, брал правой рукой, одной рукой чашу с бахсымой, а в некоторых аулах, что двумя руками он брал эту чашу, он отдавал стоявшему рядом с старшим, более младшему. В других случаях он отдавал другу, который стоял с правой стороны. И после того, как старший сказал свое напутствие, сделав несколько шагов назад, молодожен направо поворачивался и выходил, не сказав ни слова. Время вносит свои коррективы в проведение традиционных церемоний. Современные абазины, устраивая свадебные торжества, больше руководствуются соображениями рациональности и зрелищности.
Но очень важно в блеске антуража не утратить вековые ценности, на которых держались и держатся настоящие семейные отношения. Молодой невесте определенное время не позволяли разговаривать со старшими мужчинами в доме. С одной стороны, мы можем сказать, что «О, это же жестоко, это же ненормально, как это так?». А с другой стороны, если глобально об этом подумать, то это та самая тема, которая позволяет избежать любых конфликтов, любых неловкостей, любых неправильностей в семейном отношении. Потому что это взрослый мужчина, у него уже какой-то уклад, он живет по каким-то нормам. Ты абсолютно приходишь в этот дом новая, не понимая и не зная, как с этим взрослым мужчиной общаться. То, что позволено тебе у себя дома с братьями, с отцом, не всегда красиво в каком-то другом доме. Это же всегда так. Ты, приходя даже в гости, просто не сразу можешь заговорить обо всем. Ты держишь себя определенный момент, пока ты не поймешь, чем дышит вообще этот дом. А тут семейная жизнь, и ты должен жить. И это главный мужчина в доме. А культ мужчин у абазин всегда был. Особое отношение к мужской половине народа, это, мне кажется, это очень важная часть нашей культуры. И она очень правильная. И девушка, придя в дом, какой-то промежуток времени, пока ей взрослый мужчина не позволит, не сделав подарки, не сделав праздник, она молчала. И в молчании очень легко наблюдать и изучать нравы семьи, что можно, чего нельзя, что любит этот человек, чего нельзя ему подавать к столу, чего нельзя ему говорить, что нельзя ему, что не подобает ему. То есть каждый человек выбирает для себя, что ему подобает и что нет. И здесь было очень легко и просто изучать. Потом еще была традиция, когда молодая невеста с молодым супругом не являлись перед своими родителями, перед его родителями, перед ее родителями, перед старшими, дабы избежать неловкостей, потому что чувства и эмоции, они не всегда управляются человеком, а эти чувства и эмоции на показ, они могут оскорбить старших и могут поставить в неловкое положение молодых. Чтобы избежать вот этого тоже, они не показывались в обществе рядом. Вот это тоже было очень важно. Когда женщина и мужчина выходили в общество, женщина на полшага всегда оставалась за мужчиной. Это тоже была норма. То есть нельзя было пересекать дорогу мужчине, где бы ты ни была. Это тоже была норма. То есть эти нормы, это действительно нормы семьи, нормы общества, они лишали любой возможности создания или созревания конфликтов. То есть не было тем для конфликтов. А женщины, да, женщины на одной площади, то есть если на кухне стирать вместе, готовить вместе, жить вместе, делать дела вместе, разговаривать, общаться. И это тоже еще один такой тонкий момент, когда взрослая женщина может вовремя подсказать и показать молодой женщине, что надо делать для того, чтобы было мирно, потому что она уже это все знает. Это такая академия семейной жизни, которая давала возможность вот на протяжении какого-то времени, например, года, 2-3 лет, изучить все настолько, чтобы дальше уже идти легко. Ведь знание – это сила, а тут ты пришел и тебя научили. При этом тебя никто за это не поругал, при этом ты никаких ошибок не совершил, потому что у тебя нет возможности их совершить. Это же очень легко и просто на самом деле.